В общественном пространстве Абхазии активно заявляет о себе движение «Абхазия будущего». Свое название организация выбрала не случайно. Ее основатели считают, что настоящее развитие республики начинается с поддержки подрастающего поколения. Сегодня у нас в гостях те, кто решает эти задачи. Заместитель руководителя движения Астанда Отурба и руководитель социальных проектов Изольда Хагба. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Давайте поговорим о том, как работает ваше движение, какова механика, каковы цели, каковы задачи. Вот, наверное, с вас, Астанда, начнем. Позиционируйте свое движение, расскажите о нем, как оно появилось, создавалось, и наверняка изначально была какая-то важная идея, заложенная в этом проекте. Идея была у нас давно, реализовать мы могли ее только недавно, только потому, что мы сами мамы. Наши дети уже когда стали взрослыми, мы жили за пределами республики, многие из нас, мы вернулись домой к себе на родину и поняли, что, наверное, уже пришло время реализовать наши цели, а цель это дети, молодежь, их развитие, их здоровый образ жизни. Соблазнов на улице много, а именно вот то, что может их привести к их развитию, занятости, я думаю, что этого не так уже достаточно. Но мы решили создать организацию, поделились своей идеей со своими друзьями, со своими семьями, где, конечно, мы видели поддержку, все были в их лице мы нашли, конечно, поддержку в лице своих друзей, своих семей, и мы зарегистрировали организацию «Абхазия будущего». Конечно, «Абхазия будущего» — это и есть, как вы сказали, это наши дети, это наше будущее. А расскажите, с чего вот первые шаги, да, с чего началась работа, когда вас заметили? Когда мы уже стали участвовать в каких-то благотворительных поначалу акций, конечно, цель у нас основная — это строительство досуговых центров по всей территории Абхазии, где дети будут иметь возможность разного возраста, дошкольного, более уже старшеклассники, которые могут найти себя по своим интересам, найти разного рода занятия. Это для более взрослых мы рассматривали это как 3D-моделирование, IT-технологии, а для младших уже более такие детские. А вот когда начиналась работа, столкнулись ли вы с какими-то сложностями? И как приходилось их преодолевать? Может, даже организационные вещи какие-то потом... Вы знаете, я не могу сказать, что мы столкнулись с какими-то сложностями, потому что нас поддержали наши друзья, и в том числе Изольда Хагба, которая имеет большой опыт в этой сфере. Есть друзья, которые могут помочь делом, есть кто-то поддерживал финансово. Вот первое, наверное, наше, это когда мы поздравили ветеранов. Это же тоже пример для наших детей, что надо чтить, уважать и никогда не забывать их заслуги, благодаря кому мы сегодня можем жить здесь. Сколько времени уже существует организация, и что именно вы предлагали? Может быть, какие-то проекты уже, которые прозвучали наиболее явственно, есть в вашем багаже? Вернусь немножко к тому, о чем вы уже говорили. Самое сложное было это решиться, наверное. С Еленой Маргани, руководителем нашей организации, с Астандой, мы в таких тесных дружественных отношениях находимся более 20 лет. И, как Астанда уже отметила, они успешные мамы, которые занимались больше этим направлением, да. И очень долго и давно они находятся в тени, но помогают разным организациям, которые существуют в Абхазии. Благотворительным в основном организациям, которые занимаются здоровьем детей, развитием детей. И никогда об этом не говорили, не афишировали, но в душе вынашивали эту идею, что, может быть, когда-нибудь и мы сможем сделать что-то полезное для своей страны. И вот как раз настало время, но решиться на это было не очень легко, потому что, во-первых, заявить о себе, потом
И, естественно, у тебя должна быть поддержка, у тебя должны быть какие-то финансовые возможности. Они, Астанда об этом не упомянула, конечно, но занимаются бизнесом. Нужно было какое-то время, чтобы развивать свой бизнес, потому что в первую очередь ты должен надеяться на себя и понимать, что в какой-то момент, даже если без поддержки, то ты, заявляя о себе, сможешь как-то удерживать на плаву свою общественную организацию. Это тоже немаловажно. Конечно. И когда уже более-менее встали на ноги, стало понятно, что есть некая самостоятельность и возможность уже о себе заявить. Наверное, это было самой главной сложностью — решиться на это. Ну а когда уже решились, когда уже обратились ко мне, у меня не было шансов не поддержать, потому что, любое хорошее начинание, когда люди от души что-то хотят сделать, естественно, и тебе хочется рядом с ними встать, тем более, что это люди, чьи какие-то человеческие ценности, да, ты разделяешь, и если ты дружишь, что тебе они понятны, да. Вот таким образом, конечно же, самое главное, мне кажется, сложно не заметить, что именно социалка, она, как сказать, это та сфера, которая, требует постоянного внимания в Абхазии. И, естественно, совершенно естественно то, что мы именно эту сферу и выбрали для себя. Возвращаясь к названию нашей организации, вы уже справедливо заметили, что мы стали думать, что важнее всего. Спорт понятно, здоровье понятно, образование понятно. Что название придумать же тоже не так легко. Те, кто сталкивался, они знают. Оно должно нести какие-то твои цели, твои задачи, ценности, которые ты вкладываешь в свою организацию. И мы поняли, что дети, это не только мы поняли, это уже весь мир давно понял, что будущее любой страны, оно в развитых, в здоровых детях, которые обладают навыками, которые должны успевать в современном мире, успевать за всем остальным миром, скажем так. Поэтому мы, может быть, нам недавно сказали, что у нас весьма амбициозное название. Как ты яхту назовешь, так она и поплывет, наверное, может быть амбициозно. Но это то, к чему мы стремимся, к тому, что сделать наших детей лучше, здоровее, и как-то, может быть, показать нашим детям, может быть, в какой-то момент и пример того, что есть люди, которые готовы безвозмездно заниматься вашим развитием, вашим будущим. Собственно, наши основные цели и задачи. В СМИ была информация, что был День открытых дверей, когда вы пригласили 22 организации. Общественные, общественные. Расскажите, какова была цель этой встречи и что потом последовало в итоге? Были ли какие-то связи, наладились? В чем была цель этой встречи? И считаете ли вы, что все прошло успешно, как вы и хотели в итоге? Достигли той цели, которую вы ставили перед собой? Да, мы... Как Астанда уже отметила, что они долгое время жили за пределами с Еленой, за пределами Абхазии. И, естественно, было мало контактов в плане социальной сферы. Да? Контакты с родиной, они были очень плотные. И, естественно, то, что так много людей поддерживает сегодня организацию, это только подтверждение этому. Но хотелось, естественно, рассказать о своей организации. Можно было сделать какую-то большую презентацию помпезную, заявить о себе. Но мы посчитали, что, во-первых, пусть за нас говорят наши дела, которые еще впереди, нам полгода всего лишь, и мы только начинаем свой путь. И, конечно же, очень важно знать вообще, чем занимаются другие организации. Может быть, не дублировать в какой-то момент. Или, может быть, наоборот, присоединиться к каким-то организациям. Или, может быть, кто-то... Собственно, мы этой цели добивались. И я считаю, что в этот день была весьма продуктивна эта встреча, потому что мы разделили наших приглашенных на 3 разные группы, для того, чтобы в каждой группе были люди, которые занимаются более-менее схожими направлениями. Кто-то детьми занимается, кто-то здоровьем занимается, кто-то образованием занимается.
Они рассказали о том, чем они занимаются, мы рассказали, чего хотим мы, обменялись вот какими-то темами, мы что-то новое рассказали им, они рассказали то, о чем мы не думали еще пока, да, то есть какие-то свои советы, потому что некоторые из них люди опытные, которые уже там почти с 30-летним стажем работы в общественных организациях, поэтому совершенно точно для нас это было очень продуктивно и полезно. Мы обменялись опытом и даже уже с некоторыми организациями обсудили возможные совместные проекты. Ну, кстати, хотела у Астанды спросить, вот эта встреча потом как-то повлияла на будущие контакты, возможно, какие-то совместные идеи возникли, которые вы будете реализовывать? Вот расскажите об этом. Но, во-первых, мы обрели, ну, так сказать, с некоторыми мы были уже знакомы и уже сотрудничали, с некоторыми мы только познакомились. И, естественно, мы рассматриваем совместное сотрудничество, поддержку друг друга. Мы подписали соглашение с Союзом женщин Абхазии. Виктория Хурхумала и Елена Марганя подписали это соглашение. У нас есть с ними тоже совместный проект, который мы планируем в ближайшем будущем реализовать. И так с каждой организацией мы открыты для всех и готовы в силу своих возможностей всегда поддержать и принять участие во всех проектах. Ну, кстати говоря, если говорить о проектах, то я так понимаю, что у вас все проекты социальной направленности. Вот, Изольда, расскажите мне, пожалуйста, над чем сейчас конкретно идет у вас работа, в какой сфере, что за цели ставит этот проект? Может быть, не один там, а несколько. Вот хотелось бы, чтобы вы ввели в курс дела. Скажем так, мы пока еще... У нас нет вот выделенной одной темы, потому что когда мы говорим о социальной теме или когда мы говорим о детях или проблемах детей, это очень разные категории людей. Есть категории, допустим, людей с ограниченными возможностями здоровья, с которыми мы... Этой темой мы тесно занимаемся. Кстати, вот одна из наших таких побед, может, ну, сейчас громко сказано побед, конечно, но вот такое достижение, которым мы очень гордимся, что в этом году нам удалось способствовать тому, чтобы наши дети с ограниченными возможностями здоровья, ну, это молодые люди, я бы даже сказала, не дети, они все 18+, попали на Обилимпикс в Москве. Это уже второе участие нашей команды из Абхазии. В этом году, благодаря нашим усилиям, удалось немножко расширить команду, которая участвовала. И вот наши ребята участвовали, хорошо себя проявили, и мы в дальнейшем планируем поддерживать это направление, потому что все страны очень серьезно готовятся к этому профессиональному конкурсу, и хотелось бы, чтобы Абхазия была еще более подготовленной, и для этого должна быть большая работа не только общественных организаций, но и государственных институтов, для того, чтобы наши ребята заранее могли, во-первых, быть уверенными, что они попадут на этот конкурс, могли бы готовиться. Там идут конкурсы по разным видам мастерства, начиная от парикмахерского искусства, визажа, массажа, роботостроения и так далее. И в этих компетенциях наши ребята очень хорошо себя, во-первых, представили, во-вторых, нашу страну представили, в-третьих, получили возможность общаться с другими ребятами, видеть, как это во всем мире происходит. И хочу сказать, что вот дирекция Обилимпикса очень внимательно относится к команде из Абхазии, вот всевозможными способами поддерживает. И это вот наша такая... В этом году был один из наших первых проектов, который случился. Также вот буквально вчера у нас была встреча с Мактиной Джинджоли из культурно-благотворительного фонда «Шана». И мы достигли тоже договоренности по одному проекту, который у них уже некоторое время проходит, но требовал поддержки. Вот, пока, наверное, не будем об этом заявлять. Но вы знаете, «Искусство без границ» у фонда «Ашана» есть проект, вы о нем уже говорили здесь, спутники. И вот он достигает логического завершения, и надеемся, что в начале следующего года, в том числе с нашей помощью, этот проект уже такой
заявит о себе, это будет на самом деле очень хорошее мероприятие не только для детей, но и для всех жителей Абхазии. Вы знаете, что проект должен закончиться театральной постановкой, и вот буквально вчера мы об этом договорились, и проект будет жить. Вот хотелось бы подробности, но, наверное, мы узнаем в скором времени. Да, это, мне кажется, тема отдельного разговора. Астанда, уже несколько раз говорили, что вы довольно долгое время организаторы вот этого движения находились за пределами Абхазии. Возможно, сейчас этот момент может сыграть положительную роль в том плане, что хорошие контакты есть с Россией, да? Допустим, с российскими организациями общественными. Вы каким-то образом налаживаете, может быть, уже какие-то связи еще есть, да, вот, возможно, в скором времени они появятся. Есть ли у вас вот планы по взаимодействию, скажем так, выйти за пределы Абхазии, потому что когда ты делаешь какое-то дело вместе с кем-то, всегда, мне кажется, и эффективнее результат. Да, конечно, мы уже имели в самом начале взаимодействия Союзом женщин России. Мы были приглашены в апреле месяце на фестиваль «Сочинская весна». Мы там, представляли Абхазию? Там мы, были, вот Виктория Хурхумал была, Союз женщин Абхазии, Зольда была, я, Елена Марганя, мы были как от Абхазии. Там мы тоже познакомились, обменялись контактами. Сейчас, буквально недавно, мы познакомились с еще одной общественной организацией. Она называется «Время жить». Это больше как организация, которая занимается организацией фестивалей, обмен культурой. Вот Изольда общалась с ней лично больше, чем я, и она может, наверное, более подробно рассказать. Организация занимается... Они делают разные фестивали, где представляют культуру, представляют кухню, и такой вот взаимный обмен. И планируется мероприятие в Сочи и в Абхазии, которые будут перекликаться, где люди разных национальностей, допустим, проживающих в Абхазии, смогут представить свою кухню и культуру, выступить, как-то угостить людей, вот обменяться такой энергией. Это вот у нас в перспективе. Тоже, у нас на самом деле те контакты, которые есть со стороны Российской Федерации, они уже способствуют какому-то развитию нашей организации, в том числе вот я не упомянула о том, что вот возможность, чтобы наши ребята поехали на Обилимпикс, была благодаря как раз-таки одному из таких контактов, депутату Законодательного собрания Краснодарского края Тазляна Арминакович. Вот он нам помог, чтобы наши дети смогли экстренно, достаточно, очень быстро отреагировал. Это вот то, о чем вы говорите, это те самые связи, возможности за пределами Абхазии, которые нам позволяют в том числе уже сегодня реализовывать проекты. Если говорить о перспективах, как вы видите свою организацию «Абхазия будущего» в будущем? Какие планы, возможно, ближайшие или на перспективу вы могли бы сейчас уже озвучить? И вообще, насколько вы постараетесь, скажем так, ярко и вот так мощно, возможно, заявить вот в общественном пространстве Абхазии? Не знаю, у нас не стоит задача как-то ярко затмить кого-то или кому-то что-то доказать. Мы, скорее всего, постараемся плавно встроиться, как-то особо там не то чтобы выделяться и стать лучше кого-то, а больше взаимодействовать. То есть вот и День открытых дверей, он был именно для этого, чтобы продемонстрировать нашу открытость, взаимодействовать и вместе делать хорошие дела. У нас много, конечно же, планов. Сейчас вот в преддверии Нового года мы, конечно, больше упор сделаем на том, чтобы помочь нашим детям как-то более-менее достойно встретить Новый год. Это, конечно, больше всего будет касаться сейчас реабилитационных центров детей с ОВЗ. Это Сухумский реабилитационный центр, это Цандрипский реабилитационный центр, вспомогательная школа. То есть мы планируем для них и
программы новогодние, подарки новогодние. А также у нас в планах как бы такое обустройство воркаут-площадки в Гудауте. Уже достигнута договоренность с администрацией района, выделена земля, и вот мы сейчас уже, ну, как бы ждем площадку, и где-то в январе уже, наверное, будет монтаж этого всего. Вот у нас с Ашаной проект театральный, ну и много чего интересного, которые, ну, вот эти проекты пока находятся в стадии достижения договоренности, поэтому мы не будем забегать, наверное, пока о них говорить. Ну, вот вы подписали соглашение с Союзом женщин Абхазии. Там какая перспектива обозначается в сотрудничестве? Ну, есть уже проект, да? Есть проект, который предложила Виктория. Ну, я думаю, что уже ведутся переговоры. Наверное, я не буду рассказывать. Идея была Виктории, которую мы с радостью ее поддержали. Но я думаю, в ближайшем будущем мы уже расскажем и покажем об этом проекте. То есть это совместный будет, да? Да, совместный проект. Проект направлен на женщин абхазских. А далее подробности вы уже увидите чуть позже. Попозже, хорошо. Спасибо вам большое. Если есть что добавить. Да. Знаю, что-то Спасибо большое за интервью. Я напомню, что сегодня у нас в гостях была Астан Даутарба, заместитель руководителя общественного движения «Абхазия будущего», и Изольда Хагба, руководитель социальных проектов движения. Говорили мы о том, какие цели поставили перед собой организаторы движения, какие проекты реализуются и какие перспективы в будущем. Спасибо вам большое. Спасибо вам.